Произвольные аресты Китая в Синьцзяне продолжаются. Выяснилось, что уйгурский турок по имени Иткари Осман, преподаватель арабского языка в университете Пекина, был приговорен к 7 годам тюремного заключения по неизвестным обвинениям. 20 июня Центр новостей Human Rights Network сообщил, что китайские власти приговорили Иткари Османа к 7 годам тюремного заключения за преподавание арабского языка. Родившийся в Келпине в 1980 году, Иткари Осман и его жена Аминихан Авуд переехали в Пекин, где работали преподавателями арабского языка в университете в Пекине. В 2017 году школы в Пекине разрешили учителям и ученикам уйти на летние каникулы с июля по сентябрь. Иткари Осман, который вернулся в Восточный Туркестан, чтобы провести летние каникулы в своем родном городе, вскоре после этого был арестован Келпинским районным отделом полиции района Аксу во время внезапного рейда на его дом. Позже акимат Аксукского района объявил, что он был арестован на том основании, что не подписал так называемое свидетельство государственного чиновника о неверии в религию, непосещении мечети и непереходе в религию. Делегация во главе с президентом Международного союза организации Восточного Туркестана Ходаетом Агузаном 25 июня посетила новоназначенного губернатора Давута Гюля в Стамбуле. В ходе визита делегация сначала предоставила информацию о текущей ситуации в Восточном Туркестане, политике геноцида и террора Китая в Восточном Туркестане и рассказала о работе Международного союза организации Восточного Туркестана в Турции и в мире. Делегация также разъяснила общее положение уйгуров, проживающих в Турции, и проблемы, с которыми они сталкиваются, и предложила решение. По данным Radio France International, Палата представителей США проголосовала за утверждение Тайваня-21, соглашение о торговой инициативе века. Соглашение о торговой инициативе 21 века направлено на стимулирование торговли между Вашингтоном и Тайбэем путем гармонизации таможенного контроля, упрощения набора стандартов и реализации мер по борьбе с коррупцией. Министерство иностранных дел Китая выступило против ратификации соглашения, заявив, что оно серьезно нарушает обязательства США поддерживать неофициальные отношения с Тайванем. Уголовное дело в отношении Евгения Пригожина, руководителя группы наемников Вагнера, восставшей против российской администрации, закрыто. Федеральная служба безопасности России заявила, что 23 июня против Пригожина было возбуждено уголовное дело за его вооруженный мятеж против российского государства. Согласно заявлению Минобороны РФ, сейчас ведется подготовка к передаче военной техники Вагнера войскам ВС РФ. В день, когда миллионы паломников со всего мира поклоняются на горе Арафат, мы поздравляем всех наших братьев и сестер в Восточном Туркестане и за рубежом с нашими самыми искренними пожеланиями. Сегодня вестник самых красивых и прекрасных праздников с молитвой о том, чтобы у вас были самые лучшие праздники. С Днем Кануна! Мы молимся за свободу и достоинство нашего народа, подвергшегося геноциду.